2,5 часа бежать. Иногда я лежу такая, думаю, хорошо, что меня мама такой не видит. А ты плачешь? Ну, я когда вспоминаю, вот сейчас у меня даже мурашки Ты пошли. не устаешь? Бывает такое, что все. До того мне плохо было, что я реально хотела, чтобы я потеряла сознание. В 2012 году ты хотела же уйти из спорта. Да, Почему? это было страшно. Тебе хотелось сдаться вообще? И молилась каждой звезде, которая падает, что я хочу участвовать на этих Дети Азии. Привет, я Максим Кардозу, и сейчас будет интервью с Сарданой Трофимовой. Она теперь уже 4-кратная чемпионка России по марафону, а также победительница многих других соревнований и рекордсменка. Также она член сборной России по легкой атлетике. Нам удалось пообщаться, узнать очень много всего интересного. Ну и вначале прошу вас подписываться, нажимать на колокольчик, ставить лайки и комментировать все это, друзья. Ну что, барды-бытышки? Сардана, привет! Здравствуйте. Давай на «ты». Да? И первым делом я, конечно, поздравляю тебя с твоей большой победой на чемпионате России. Ты теперь 4-кратная чемпионка. Спасибо большое. Да. Ну и прошло всего лишь несколько дней, да, с начала старта, ну, как он завершился. И какие у тебя, может быть, сейчас ощущения, эмоции? Есть ли ощущение какой-то выполненной задачи твоей? Да, конечно, мы выполнили все задачи, которые мы перед собой поставили. Это, конечно же, норматив олимпийский. Второе – это то, что отстояли титул чемпионки России. И в-третьих, я очень хотела сделать лучший результат сезона. Ну, у меня и так был лучший результат сезона, но я хотела улучшить ее. Вот, у меня это получилось. Я прочитал в одном интервью или услышал где-то, что ты в Сочи на этой трассе никогда раньше не бегала. И для зрителей давай скажем, что это была трасса Формулы-1. Да. Да, и расскажи свои впечатления, как там бежалось. Ну, трасса мне очень понравилась. Прям очень ровная трасса. Таких трасс, наверное, в России нету. Это самая единственная такая супер ровная трасса, где можно показать вообще лучшие результаты. Но у меня по часам получилось, что трасса длиннее. Вот. Я хотела бы попросить организаторов, чтобы они еще раз замерили ее или сделали какую-нибудь там отметку, по которой выйдет ровно 42 километра. Вот. Ну, да, трасса ровная, погода сочинская очень идеальная для марафона, поэтому, я думаю, этот марафон, он обязан быть очень хорошо организован, и, ну, чтобы приезжали люди и показывали там свои лучшие результаты. Но все-таки трасса Формула-1, я вот там был, и там она вся огорожена забором сплошняком, да, такой как загон получается. От этого ты дискомфорт никакой не получаешь? Я об этом вообще не подумала. Ну, я бежала, мне было комфортно, и у меня такого чувства даже не было, что я бегу по какому-то загороженному территорию или там. А у некоторых, кажется, было. Я потом прочитала интервью, и да, и у некоторых было ощущение, что они бегут по замкнутой пространстве. То есть это им помешало? Они так себя оправдывали, что ли? Не знаю. Я вообще об этом даже не подумала. Ну, мне главное, чтобы асфальт был хороший, и все. Мне надо было выполнить задачу, и вся голова работала в этом направлении. Ты как-то рассказывала, что на некоторых соревнованиях на трассе даже некоторые спортсмены могут потеряться. И я вообще, когда это прочитал, я думаю, как так вообще? Но есть такое, да. Вот в Казанском марафоне в 2019 году, когда мы бежали, девочки за нами, мы втроем бежали, лидеры, а мы бежали за велосипедистом. Ну, как бы мы знали, куда бежать, а они не видели. Перед нами ехал автомобиль, ну, с временем. Он, получается, на развороте, ему было сложно как-то двигаться, поэтому он пошел по другой дороге, а девочки же видят не велосипедиста, а машину. А они побежали по той дороге и заблудились. И в этом году тоже говорят, в Казанском марафоне очень многие там блуждали, туда-сюда бегали. Такое возможно, когда вот организаторы не учитывают такие нюансы. Можно там поставить побольше волонтеров, чтобы они показывали, куда бежать. Но ошибки бывают. Ты уже сказала о том, что у тебя было 2 старта уже в одном сезоне, да, и перерыв между ними был совсем небольшой. Это 2 месяца на подготовку. И ты неоднократно уже говорила, что это очень мало. Да, что у тебя один обычно вообще старт большой марафонский в сезон. Почему?
почему он может быть один, и вот как ты смогла вот эти вот 2 месяца до чемпионата России после московского марафона привести себя в форму? Ну, мы заранее знали, что в этом сезоне у нас будет 2 старта, поэтому московский марафон, можно сказать, он был проходящим этапом подготовки к сочинскому марафону, потому что у меня как бы главная задача была в Сочи, ну, чемпионат России, он все равно же важный. Ну и во время подготовки к московскому марафону мы как бы догадывались, что у меня не будет соперников. Может, поэтому и то, что я знаю, что у меня главный старт еще впереди, я психологически была готова пройти еще один этап подготовки. Ну, я выложилась там 100%, я устала как никогда в московском марафоне, да. Но после марафона я приехала домой, прошла медобследование, и все данные мне показали, что я не сильно была нагружена. Ну, я очень быстро восстановилась после московского марафона. Точно я знаю, что это очень грамотная подготовка, тренировка тренера, это ее планы. Вот. И вот так вот у нас получилось довести до 2-го старта меня. Какие нагрузки испытывает организм так, что тебе потом приходится долго восстанавливаться в течение нескольких месяцев? Да, я читал, что до полугода нужно делать вообще перерыв, да? Или как? Нет, мне нужен месяц, чтобы полностью восстановиться и начать уже втягиваться в новый сезон. Вот. Ну, это ты же истощаешься не во время марафона, а во время подготовки ты уже начинаешь истощаться. И это все надо заполнить, как бы, чтобы не было пробелов в следующем сезоне. Ты следишь за другими спортсменами из других стран? Там какое у них там время? Ну, конечно, я за ними слежу. У них совсем другие, можно сказать, обстоятельства. Ну, я не расстраиваюсь, когда они быстро бегут, потому что, ну, просто у нас возможности нету с ними вместе бежать. В московском марафоне по рекорду должна бежать. Я готовлюсь к этому результату, не быстрее, потому что быстрее смысла нету. Ну, я выиграю, сделаю рекорд, а быстрее что, зачем мне? Поэтому мы как бы сохраняем, не сильно тратим ресурсы и готовимся к одному определенному времени. Это помогает, да, не тратить ресурсы, и чтобы в дальнейшем у меня тоже было быстрое восстановление, и, ну, чтобы я долго действовала. А то может быть такое, что я каждый раз буду стараться бежать по личному рекорду, и я быстро бы истощилась. Ну, то есть это зависит и от соперника, да? Например, если какой-то международный старт, да. Вы уже с тренером знаете, вот да. этот бежит так. Для того, чтобы его опередить, тебе нужно... Вот такое, работать на такое время. 2,5 часа бежать. О чем человек думает в этот момент? Ну, там математика в голове. Это ты должна правильно распределить силы. В это время еще не сильно зацикливаться в марафоне, надо немножко тоже себя отвлекать. И все время отвлекаться тоже не надо, надо немножко сконцентрироваться по времени. Но тебе надо стараться ровно бежать каждый километр. Ну, у меня была установка в этом марафоне бежать по 3:28 каждый километр. Но по ходу дистанции я немножко изменила график, потому что я смотрю, она длиннее получается. И я, если буду бежать по 3:28, я знаю, что я не уложусь в это время. И я немножко начала по 3:25. 3 секунды — это очень много, но у меня получилось. Вот. Ну, целая математика в голове. А когда уже устаешь и покидают силы, там уже терпешка начинаешь. Ты себя пытаешься хоть чем-то отвлечь, как-то откуда-то достать из-под себя силы, там, как-то внушить себя, что у тебя все получится. Ну, вот это вот. Вспоминаю тренировки, которые я сделала, установки тренера. Там. Я слышу, когда болельщики кричат, ну, типа, голосят там, давай, там даже Логинов, который мне в этом марафоне помогал, он мне говорит это. Когда 2 круга осталось, мне было уже, ну, как уже ноги наливаются, и он говорит, ты молодец, там, ты сможешь, потерпи. Вот это меня подбадривает, как бы. А ты слышишь все, что происходит? То есть ты контролируешь не только... Ты должна контролировать время.
дистанцию, да, все время считать, я правильно понимаю, да? И еще ты, то есть ты не отключаешься, ты еще и слышишь и видишь все, что происходит у тебя вокруг, да? Да, мне это очень нравится. Ну, кому-то это мешает. Мне девочки говорят, это мне мешает. А мне не мешает, мне наоборот помогает. Когда я слышу, когда голосят мое имя, я прям как будто откуда-то появляются силы, и я немножко так подбадриваюсь, и ну, иногда ловлю себя на том, что я уже начинаю ускоряться. А потом стопе, ты быстро бежишь. Ты говорила, что еще ты на якутскую речь еще очень сильно реагируешь. Да, ну, она отличается, когда русские говорят «Сардана, давай», и когда якуты говорят «Сардана», это вообще очень такое родное, близкое, и, ну, как мне это очень нравится. В одном из интервью ты же говорила, что всегда очень тщательно готовишься, и к каждому старту не только физическая должна быть хорошая подготовка, но и внешний вид должен быть. Конечно, марафон, твой старт, это как бы твоя итоговая работа. Не только на соревнованиях я прихорашиваюсь, но и на сложных тренировках. Ну, можно сказать, это мой боевой раскрас. Есть же? Как амазонка. Ну, я себе должна нравиться. Это дает мне уверенности, прибавляет плюс к уверенности. Да, я должна выглядеть ну, для себя 100%. Слушай, если говорить про тренировки, да, как они у тебя проходят? Это же каждодневный большой труд. Да. Да, и немножечко можешь про систему вот, рассказать? И ты же занимаешься еще в горах, в Киргизии очень много. Ну, в основном у меня тренировки проводятся в Киргизии, потому что там высота 1600 метров над уровнем моря, и там, как бы, получается, тяжелее бежать, гипоксия. А когда спускаешься, да, ну, как тяжело в тренировке, легко в соревнованиях. Дышится свободнее и как бы чувствуешь силу, эффект гор называется. В году я провожу время на сборах 9 месяцев. 3 месяца получается, это если собрать в месяц, 3 месяца я дома в Якутске отдыхаю. Сборы проводятся в Киргизии и в Кисловодске. В других местах мы еще не тренировались, но я пытаюсь уговаривать тренера поехать в Кению, но она пока не хочет. Она говорит, Киргизия же работает. Пока в Кении работает. Что, там сложнее просто? Там высота еще больше, 2600, еще выше. Это они из-за этого так быстро бегут? Думаю, да. Еще, если про тренировки, то есть как ты встаешь там в 7 утра, я не знаю, там завтракаешь, не завтракаешь, идешь, бежишь, или спортзал, плавание там? У меня 7 дней в неделю тренировки, 3 из них очень ударные тренировки, и остальные такие более-менее восстанавливающие, потому что после каждой ударной работы надо восстанавливаться, успеть, чтобы в следующий день сделать нормально ударную тренировку. Вот. Тренировка у меня когда как. Летом стараюсь пораньше бегать, можно в 7 часов выйти побегать. Если я в 7 часов выхожу на тренировку, я встаю где-то там в 6 часов пораньше, чтобы успеть покушать, чтобы это все восстановилось и никаких других ощущений во время тренировки не было. Вот. А если это когда зимой, я выхожу, иногда бывает 10 часов, чтобы потеплело немножко, не было так холодно. Ну, тогда уже как режим немножко меняется. После тренировки у меня дома восстановительные процедуры, потом кушаю, обязательно сон и вторая тренировка. Бывает очень тяжело на второй тренировке, потому что после первой тренировки у тебя болят все мышцы. Иногда я лежу такая, думаю, хорошо, что меня мама такой не видит. А ты плачешь? Когда тренировки не получаются, да, бывает. Я очень сильно эмоциональный человек. Эмоции у меня сразу, вот, что-то случилось, я плачу. Все, а потом быстренько как бы приведу себя в порядок, все, типа, ищу ошибки, минусы, с тренером как бы обсуждаем это, находим выход и, получается, дальше работаем. Но плачу, да. А не получилась тренировка, это что такое? Ну, тренер дает тебе установку, например, там, у тебя сегодня темповая работа, ты должна бежать каждый километр по 3:30. Иногда бывает так, что человек же не робот, и как бы иногда как-то она по-особенному себя ведет, или ты недовосстановилась в этот раз, или ты перепахала, может быть.
или как-то вот, не знаю, иногда бывает так, что ты не можешь по этому времени бежать. Ну, у тебя все получается, и бас, одна тренировка, и как будто все проваливается. Меня это очень сильно расстраивает. Я хочу всегда все делать на 100%. Ну, такое бывает тоже. И когда вот это случается, мы с тренером начинаем искать, почему это так получилось, корректируем. Ну, и в следующий раз уже как бы от этого исходят наши дальнейшие действия. Ты не устаешь? Бывает такое, что все, не пойду? На тренировках нет, такого не бывает. После соревнований, вот сейчас я вообще не хочу бегать, даже не хочу думать о беге. Я вообще выложилась там в Сочи. Ну, это будет длиться, я знаю себя, что это будет длиться еще пару дней, но мне сейчас бегать нельзя. Ну, тренер сказала, ну, говорит, после марафона надо отдыхать 10 дней. У меня начинает скоро уже это, ну, надо как-то, не знаю, тренер, можно там по пару километров? Ну, вот я уже скоро соскучусь по бегу. Ты рассказывал как-то, что у тебя даже ты физически чувствуешь Да. потребность в Да, беге. раньше я думала, что это, ну, типа, чисто совесть, типа, все остальные тренируются, я не тренируюсь. Раньше даже так было. А сейчас, как бы, ну, как у меня вся жизнь в спорте, у меня начинают болеть мышцы, кости, мне надо что-то делать, я не могу уснуть, потому что, ну, энергии очень много, надо куда-то ее выплеснуть. Вот. Поэтому я, когда летом дома отдыхаю, я очень часто катаюсь на велике. Ну, Если я заменяю, нельзя, да? да, заменяю бег чем-то, ну, активно хожу, там, гуляю, чем-то заменяю, да. Ты говорила, танцуешь. Ну, я танцую, как громко сказано, что танцую. Я танцую, когда никто не видит. Ты так активно танцуешь, что ты заменяешь эту Да, тренировку? да. Мне надо выплеснуть все, да, энергию копившуюся. Если говорить про этот год, про очень сложный 2020, Да. про пандемию эту несчастную, то есть как она повлияла именно на тебя? Мне очень повезло, что я в марафоне, и я могу как выйти на улицу и побегать. Найду любое пространство, где можно побегать по улице, по городу, мне без разницы. Ну, у меня есть где бегать. Ну, вот сейчас зимой домой у меня немножко будет проблематично, потому что там все закрыто, манежи. Ну, все манежи закрыты, поэтому... В Якутске ты имеешь? Да, в Якутске. На улице бегать холодно, минус 40. Ну, да, минус 40 мы тоже иногда бывает бегаем на улице. Вот девочки мои, когда в прошлом году, они до минус 35, до 40 бегали на улице. Но это тоже как отдельный вид тренировки, очень хорошо качает физику. Ну, когда ты бежишь, скользишь, скользко, там, на тебе столько одежды, это помимо бега ты качаешь мышцы. Ну а если бегать, просто бежать по беговой дорожке, это работает или нет? Я не люблю беговые дорожки, потому что ты стоишь на одном месте, ты дышишь тем же, что и ты вот только что подышала, очень жарко бывает. И иногда мне кажется, как будто я очень быстро бегу, а на дорожке показывает как будто по 5:0. Это, ну, типа, для меня вообще типа не темп, а я чувствую, как будто я там по 4:20 бегаю. Ну, как-то вот, не знаю, неправильно показывает, что ли, дорожка. Или у меня такое ощущение. Ну, не люблю беговые дорожки. Отсутствие международных соревнований, да, вот если мы возвращаемся к этой теме, связанной с допингом, это же плохо? Это очень плохо. Я этого не понимала до прошлого года, когда я поехала в Доху. Ты как бы ставишь, ну, есть планка, которую ты можешь перепрыгнуть. Это у нас максимально, это чемпионат России. Ну, я как бы это уже прыгала, как бы знаю, что это для меня доступно. И я дальше не вижу, ну, типа, планка вот стоит. Я поехала в Доху, и я увидела там, планка, кажется, вот там стоит. И как бы, когда ты прыгаешь одну и ту же высоту, ты привыкаешь к нему, и ты не видишь, куда дальше надо прыгать. Вот. И когда я была в Дохе, я это очень так поняла, что, оказывается, отсутствие международных стартов очень сильно влияет на подготовку вообще. Когда ты ездишь по соревнованиям, видишь, насколько можно, это другое. Я вот тогда поняла, что, оказывается, мы очень много теряем в это время. И сейчас ситуация вообще непонятно, что будет, да, я так понимаю? Да, сейчас вообще ничего не понятно. Ни одному спортсмену из России на 2020 год нейтральный статус не дали, потому что, ну, там свои проблемы. Но я хочу пояснить там для телезрителей, да, что нейтральный статус — это... Белый флаг, АНА называется, под которым мы вот ездили на чемпионат мира в октябре прошлом году в Доху.
и ты, получается, ты гражданин без страны. Нейтральный статус это такая тоже психологически сложная штука, потому что ну, ты россиянин, ты как бы все равно ты любишь свою страну, но тебе нельзя даже ногти покрасить на синий, красный, белый. Нельзя слушать музыку, ну, гимн России нельзя включать. Вообще, что касаемо из России, ты ничего не должна. Футболки, майки, там, надписью «Россия» вообще запрещено. Если ты выйдешь, тебя могут снять с соревнований вообще. Ну, это психологическое давление, конечно, в первую Да, очередь. есть такое психологическое давление. Ты как бы, ты россиянин, ты как бы спокойно, случайно можешь включить музыку, как бы. Мы с тренером вышли, а у нас же сборная, мы как бы, у нас одежды российские очень много, мы как-то случайно можем даже одеть. Вот тренер тоже вышла в майке, вы заметили в последний момент, и она наперед одела. Такой самый любимый, наверное, и самый дурацкий вопрос у многих журналистов — это твои самые сложные соревнования. Но я уже знаю, какие это соревнования. Это чемпионат мира в Дохе. Да, ты уже об этом говорила. Давай еще раз поговорим. Я думаю, еще живые воспоминания. Ну, я когда вспоминаю, вот сейчас у меня даже мурашки пошли, это было очень, очень жестко, не знаю. Это даже не соревнования были, это какой-то там гонка выживания, что ли, не знаю. Я никогда так сложно не было. Но зато меня сейчас ничего не пугает вообще. Вообще ничего не пугает. Потому что там надо было делать 7 кругов. Я после первого круга... Ну, обычно стена приходит во время марафона где-то на 37-м километре, когда уже начинается чисто терпешка. Ну, это ты когда в очень плохой форме еще бывает, вообще очень плохо бежать. Ты не хочешь бежать, но тебе надо, как бы уже как бы финиш рядом. Тебе надо лишь бы финишировать. А у меня это произошло после 5-го круга. Ну, 37 километров я реально терпела. Там, я хотела, чтобы меня вырубило, чтобы какой-то солнечный удар был, чтобы я потеряла сознание, чтобы не добежать. Но этого не получилось, мне пришлось добежать. Вот так. Я бежала, я смотрю, там на 10-м километре девочка, это была очень страшная картина, девочка лежит и смотрит в никуда вообще, никуда смотрит. Потом проезжает эта машинка маленькая для гольфистов, а там пачками спортсмены лежат, и их в этот медпункт везут. Это было страшно. Давай объясним, почему так было сложно и страшно бежать. Потому что было очень жарко, мы стартовали в 12 часов ночи. Днем сумасшедшая температура, ты когда выходишь, просто вот открыла дверь из гостиницы, а там везде кондиционер. Ты выходишь из гостиницы, все, твоя одежда вся прилипла к тебе, потому что супер жарко. Там невозможно пешком 20 минут пройти, потому что запросто можно получить солнечный удар, и там даже листья, ну как деревья не растут, потом есть искусственно посаженные деревья, они у всех там листья желтые, потому что солнце все сожгло. Вот такая температура. А ночью, ну, слава богу, солнца нету, но очень влажно, супер влажно. Ты как будто... Есть баня, есть предбанник. Вот как будто в предбаннике находишься. Нечем дышать. Просто нечем дышать. Меня жара не пугает. Я бежала и в жарких, ну, когда было плюс 35-32. Ну, как бы себя нормально чувствовала. А вот именно то, что кислорода не хватает, очень сильно влияет на организм. Она по-другому себя совершенно ведет. Вообще, это был не мой организм, я ее вообще не знала. Ну вот такое чувство. Потом мы я финишировала, мы зашли в медпункт, там даже места не было, где сидеть. Все держали, как в фильмах вот этих про войну, заходишь в медпункт, а там все эти... Было очень страшно. Мне реально было страшно тогда. Страшно за свое здоровье? Да, за свое здоровье и за всех. И после соревнований мы проезжали по этой трассе, на рынок ездили, и мне не хотелось там разговаривать или говорить, как будто в этом месте произошло какое-то очень плохое происшествие. Такое чувство было. Тебе хотелось сдаться вообще? Да. Я смотрела на тренера с надеждой, что она скажет: «Сойди». До того мне плохо было, что я реально хотела, чтобы я потеряла сознание там, чтобы не добежать. И откуда ты черпала силы? Мне надо, надо мне добежать и все. Если я сойду, я себя не прощу никогда. Но это мой первый чемпионат мира, и просто сойти — это непозволительно. Я не могу решать за двоих, мы команда, мы с тренером
вместе готовились. Если только скажет тренер, я сойду. Вот. Ты стала в итоге 24-й. Мгм. На финише какие вообще были у тебя ощущения? На финише, я сейчас не помню уже, наконец-то все закончилось. А результат, то, что 24-е, это хорошо или это плохо? Нет, я не скажу, что это хорошо или плохо. Ну, просто, не знаю, там, все, кто добежали марафон, это все хорошо. Ну, если бы я там была там 50-я или какая-то, и если бы я добежала, это тоже хорошо. Ну, это такой марафон, это даже не марафон, я же говорю, это не соревнования были, это просто какое-то издевательство было над людьми. Ты сразу после гонки, общаясь с журналистами, тогда им сказала, что в какой-то момент тебе какая-то информация дошла до тебя, что ты 28-я. Мгм. И здесь ты подумала, Мне надо 25 попасть. Да. Да. Но все равно я спортсмен, как бы. Соревноваться, это у меня в голове сидит. Ну, сколько бы тебе не было плохо, ты все равно... Даже если иногда бывает такое, что типа тренер может сказать, типа, старт чисто для тренировки, ну, вместо тренировки. Пробеги это, как будто ты бежишь тренировки. Нет, тебе надо все равно со всеми соревноваться, там, показать свои там какие-то амбиции. Ну, это ты спортсмен, ты так устроен просто. Ну, как соревноваться у тебя внутри сидит. еще бы поехала раз в Доху. Нет, в Доху не хочу. В Доху точно не поеду. Что сказал тебе тренер, когда ты финишировала? Ну, она сказала, что я молодец, что все потерпела, что у меня сильный характер. Расскажи про тренера. Это легендарная, конечно же, женщина и спортсменка Татьяна Юрьевна Жиркова, да? Мгм. И вот немножечко расскажи про нее. Ну, я с детства знаю, кто такая Татьяна Жиркова. Я, когда маленькая была, обрезала газеты, где она, и про нее напечатали. Ну, как бы всегда мечтала с ней просто поздороваться, поговорить там. Ну, когда стала уже заниматься спортом, она приходила в манеж, я ее таким восторгом смотрела. Никогда в голову даже не приходило то, что мы будем с ней вместе работать. Ну вот, и так сошлись звезды, что с 2012 года мы начали работать вместе. Она закончила свою карьеру, вот. Ну, она работала в школе высшего мастерства, и мне хотелось, чтобы она меня тренировала. И я начала ее терроризировать. Ну, Татьяна Юрьевна, тренируйте меня. Она говорит, я пока сейчас не могу, типа, у меня нету планов, ну, я об этом подумаю. Потом опять звоню, Татьяна Юрьевна, потренируйте меня. Ну, вот так вот я ее говорю. Я и моя подружка Буд, которая она вот бежала, 6-я стала в этом сочинском марафоне. Мы как говорили ее, она согласилась и начала набирать группу выносливости. Вот. И вот она начала как бы свою тренерскую деятельность. Ну и получается первые ласточки у нее. Вот. Мне очень повезло с тренером, очень-очень повезло. Это моя большая удача, что у меня такой очень грамотный тренер, который меня знает лучше, чем я. Она жесткая или она добрая? Она очень добрый человек, но бывают такие моменты, когда все равно надо держать субординацию. Ну вот она жесткий, но добрый человек. Это как? Это два в Кнут и одном. пряник. Да, кнут и пряник, да. Она может так резко что-то сказать, но это тебя как бы помогает как настроиться, можно сказать, собраться, не забывать, что это тренер. Вот. Хотя у нас очень близкие, теплые отношения, как сестры. Вот. Но все равно, да, я ее боюсь и очень сильно люблю. А что, как тренера, ее может расстроить вот в твоей тренировке или в твоей работе? Ну, когда я получаю травмы. Когда у меня не получается тренировки, другие тренера так делают. Когда вот спортсмен не может выполнить тренировки, они начинают ее ругать, например. А моя вот никогда так не делает. Когда у меня не получаются тренировки, мы начинаем искать причину, почему это не получилось. И у нас всегда находится решить эту задачу. Ну, получается решить эту задачу. И я считаю, что это очень грамотный подход к спортсмену. Она вот пишет время,
Я не знаю, что я пробегу по этому времени, в себе сомневаюсь. Она 100% знает. Я считаю, что тренерство — это призвание. У нее супер призвание свыше. Какая-то чуйка есть очень сильная. Вообще, Татьяна Юрьевна, она многократный чемпион в дистанции 100 километров. 100 километров, это 7 часов, я посмотрел. Больше 7 часов нужно бежать. Да. Мне даже сложно представить вообще, что это такое. Вот 100 километров, это дистанция 100 километров, да. А есть тренировки, которые она делала. У меня в голове не укладывается, как она могла такие работы делать. Это вообще космический человек, реально говорю. В 2012 году ты хотела же уйти из спорта. Да. Почему? Ну, был такой период в жизни, что как застой во времени, тренировка. У меня со здоровьем тогда. Я была у одного тренера, не очень хорошего тренера, и у меня со здоровьем был провал вообще. У меня был постельный режим, по здоровью. И я выхожу на легкий кросс, у меня даже не получается легкий кросс. Уже здоровый конец. И Татьяна Юрьевна прям из дна меня вытащила. Сначала мы занялись очень серьезно моим здоровьем. Я лечилась, процедуры всякие проходила, а потом уже начали тренироваться. Только из-за здоровья были проблемы или что-то еще было? Да. Ну ладно. А как ты вообще попала в спорт? У меня очень маленькая деревня, Тамалака называется. Там в то время, по-моему, жили 600 человек. Это очень маленькая деревня. У нас есть спортзал маленький, школьный, вот такого размера, наверное. И мы там бегали. У меня мама занималась физкультурой. Она не спортсменка, просто она любила здоровый образ жизни. Тогда у нас была еще Зоя Ивановна, глава Наслега. У нее была программа «Здоровый образ жизни». ЗОЖ, Челолох в Тамалакане. И устраивала всякие пробеги, всякие соревнования, там давали призы. Призы такие маленькие, но для нас они были очень ценные. Вот так я втянулась в спорт. Как-то не знаю, так получилось, что очень заинтересовалась им и поехала в 2000 году в город Якутск посмотреть на Дети Азии, игры Дети Азии. Я там смотрела и очень загорелась желанием участвовать в них. Я приехала и молилась каждой звезде, которая падает, что я хочу участвовать на этих Дети Азии. И в 2004 году у меня получилось осуществить это желание. То есть после каких-то соревнований тебя взяли в детскую спортивную школу? Да, у нас были улусные соревнования в Верхневилюйске. Мы поехали командой Тамалакана. Я в команду я не попала в команду Тамалакана. Я заплакала, и меня пожалел физрук. Я обняла батарею и начала плакать. И он меня пожалел и взял меня на эти соревнования. Я там выиграла 600 метров. Это были мои первые соревнования. Такого масштаба, можно сказать. Я была очень счастливая, и после этого я приехала домой и начала тренироваться. Как у нас не было тренеров, я выходила просто утром и бегала вокруг земли, где мы сажаем картошку. Я поспорила с дядей, если я не бегаю утром, не делаю зарядку, он делает мне шолбан в лоб. Если я побегаю, я сделаю тренировку, я ему шолбан утром. Каждое утро у нас такой ритуал был. Я иногда бывала, шла в школу с красным лбом. Вот так. И как мама тоже, мама сама делала зарядку, мы с ней вместе выходили, с сестрой, с братом тоже делали зарядку. Потом мы стали с мамой вместе бегать каждое утро. Сестра не выходила, она любила спать. Мы выходили, бегали вокруг озера, зимой. Бегали вокруг озера, потом я стала сама бегать. А потом меня заметил тренер Верхневилюйского улуса Геннадий Алексеевич, позвал к себе на сборы двухнедельные, потом мы поехали на республиканские соревнования, я там была 3-я. А потом стали меня брать на республиканских соревнованиях, потом я переехала в город, в ДШ-5, там училась, потом физкультурный, там тренировалась. Вот так.
Ты как-то рассказывала вообще удивительную историю, что все в твоей семье знали, особенно твоя бабушка, что ты будешь спортсменкой и Да. большая чемпионка. Да. Почему-то с детства все верили, что я... Вот даже вот с дядей, когда поспорили, типа, ты же спортсменка, почему ты не тренируешься? Вот так, почему-то все думают, ну, как верили, что я очень хорошо бегаю, что я могу, да, какие-то очень хорошие результаты показывать, что я стану великим спортсменом. Я сама в это верила. Когда вот родители верят, они как будто внушают, что ли, не знаю. И мне это очень нравилось. Когда говорили, что вот Сардана вот это выиграла, она такая молодец, она такая супер быстрая, я прям это слышала и радовалась. Ну, вообще говорили, что даже есть какие-то знаки, что у тебя родинка там. Да, это родинка, знаете, у На каждого, пятке, да? да, на пятке. Такая маленькая точечка, но почему-то я считала, что это моя супер особенность. У бабушки тоже такие были, а бабушка раньше занималась лыжами. Вот, и я считала себя, я похожа на бабушку, она у меня суперспортсменка, и у меня вот ее родинки. Вот. Бабушка, да, бабушка всегда верила, да, и она вот, я помню, она делала масло из сметаны, и когда сметана иногда там на пол вываливается, она звала меня, и вот эта сметана мазала мне ноги. Она говорила, вот, я помажу тебе сметаной твои там супер быстрые ноги, ты будешь еще быстрее. Вот, даже это с сестрой, когда мы в детстве дрались, у меня по ноге нельзя было бить. Если по ноге там что-то попадет, я такая, бабушка, она мне по ноге бьет. А бабушка такая, ты почему ты это? Это же ее сокровенная, ты что, сестра? Эти бегучие ноги, нельзя их бить. Вот. Я всегда поставляла ноги, чтобы она меня не доставала. Расскажи про сестру. Вы близняшки. Мы близняшки, да. Ну, она тоже очень, она очень способная, но не хотела она тренироваться. Она говорит, разбудите меня завтра утром, я пойду с вами побегать. Я ее бужу, она такая, да иди ты, и засыпает. Вы близнецы, и все же говорят, что есть какая-то невероятная связь между близнецами, а тебя практически нет дома, в 9 месяцев вы не видитесь, и ты же уехала из дома, получается, в подростковом возрасте. В школе, да. Ну, мы очень так тяжело пережили расставание, когда нас разделились. Она там у себя дома переживала, и я тоже так, типа, то, что не вижу сестру, я, получается, даже в утробе матери мы не расставались, вместе были. И тут такое, но потом со временем привыкли. Но мы каждый день созваниваемся, каждый день разговариваем, как будто не прекращаем общение ни на секунду. Все время на связи. Поэтому как будто это... сейчас такие телефонами можно это с кем угодно, когда угодно общаться. Это да, правда. У нее 2 детей, Джулус и Эрчим. Они очень сильно болеют за меня, и я надеюсь, что они тоже станут спортсменами. Соцсети. Ты как часто вообще в них сидишь? Да? Есть ли время вообще у спортсменов заниматься активно соцсетями? У тебя, кстати, много подписчиков. Инстаграм я веду по желанию. У меня нету такого, типа, я блогер или что-то такое, подписывайтесь на меня, такого нету. Люди подписываются, и просто им интересно. У меня до недавнего времени страница была закрытая, но потом у меня контракт с Адидасами, и надо было, чтобы у меня открытая страница была, и я открыла ее. Вот. Я сижу в Инстаграме, это мое общение с моими друзьями, это моя связь с внешним миром. Я постоянно одна на сборах, и получается, я связываюсь только через соцсетей с родными, с друзьями, с близкими. Вот. Поэтому у меня бывает это. Иногда бывает, я очень часто сижу в Инстаграме, я за это себя очень сильно ненавижу. И бывало даже так, что я удаляла вообще Инстаграм свой из телефона. А он мешает или что? Да я вообще иногда нехорошо это, когда ты прибегаешь к тренировке и тупо сидишь в Инстаграме, пока тебе надо же в душ принять, а я сижу, пока я не замерзну там. Это бывало до такого, что... я контролирую время в Инстаграме, но да, тоже бывало, что я очень часто сижу. Ты как-то в каком-то интервью говорила, что у тебя нет хобби. Хобби — это бег. Угу.
Но потом я тут нашел информацию, что ты все-таки творческий человек. Ну, я люблю заниматься творчеством, меня это вдохновляет. Ну, как творчеством. Это громко сказано, что у меня хобби. Это просто я для себя делаю, мне это нравится. Что ты делаешь? Давай объясним. Ну, я собираю цветы, сушу их, типа, делаю гербарий. Это просто мне нравится. И иногда я из них делаю украшения из эпоксидной смолы. Ну, это чисто для друзей, иногда пару раз подарила. Ну, и дома валяются там, просто для себя. Ты сама носишь их? У меня был брелок, она что-то выпала на этих соревнованиях. Ну, так, у меня не очень так красиво получается, как в Ютубе. Но я стараюсь. Для себя это просто. Ну, ты же говоришь, что одним из качеств твоего характера является упорство. Ну, вот поэтому не получается, но я упираюсь, пытаюсь сделать там что-то красивое создавать. Ну, я еще люблю, с собой ношу маникюрный набор. Сестра мне подарила, вот эпоксидную смолу тоже сестра подарила. Делаю на сборах девочкам ногти. Это мне тоже нравится, как бы заниматься такими мелкими деталями. Ты видишь в себе какую-то миссию, что ты должна пропагандировать легкую атлетику, например, в Якутии, где легкая атлетика особо не популярна, у нас все-таки бокс и я считаю, борьба. что это моя миссия. Ну, сейчас, в последнее время, очень многие стали заниматься легкой атлетикой, именно марафоном. Я немножко считаю, что есть и моя заслуга там, потому что вот в первых московских марафонах, в 2017 году, было очень мало людей с Якутии, а в этом году прям список был, там 50 человек, что ли, с Якутии зарегистрировалось в московском марафоне. Я считаю, что это очень большой успех в марафоне, что очень многие начинают интересоваться марафоном. Вот. Очень много любителей стало. И во время пандемии я видела, много людей стали бегать. Меня это радует очень. Вот действительно, эта тенденция про вот эти вот полумарафоны, да, которые проводятся, куда могут приходить любители, они становятся популярнее, вот эти вот соревнования. И у меня тоже есть друзья, которые вдруг начали бежать. Я думаю, что? Как ты думаешь, почему? У тебя, может быть, есть какое-то объяснение? Не знаю. Просто тоже вот все равно она немножко потихо как европеизируемся. В Европе же это очень сильно распространено, давно это распространено. И с приходом этих соцсетей, инстаграмов, там, тиктоков, там, люди стали следить за Европой и стали вести здоровый образ жизни. Многие. Вот. И вот это вот подтолкнуло тоже людей зарегистрироваться, участвовать в марафонах. Я думаю, вот это вот. Что ты можешь посоветовать тем людям, которые вот хотят начать участвовать в таких вот марафонах? Все-таки это же не встал и побежал, да? Так нельзя. Найдите очень хорошего, грамотного тренера. Это ваша первая задача. Вот так. А потом дальше тренер знает, что делать. Только хороший тренер. Не простой кто-нибудь. Посмотрите, есть у него диплом, нету, какие результаты у него. Ну, поинтересуйтесь просто. И какие спортсмены у него. Это даже для любителей, если ты просто хочешь поучаствовать? Да, обязательно нужен тренер. Даже если ты просто хочешь стоять и добежать до финиша, нужен тренер. Марафон это опасно, когда вот люди просто ничего не делают, потом встают, хочу бежать марафон через 2 недели. И стоит на марафон. Это очень опасно для здоровья, поэтому надо подготовиться все равно. И для подготовки нужен тренер, который знает, что делать. Я знаю, что ты сейчас поедешь домой. Да. Что ты там планируешь делать вообще? И на ближайший, может быть, месяц, какие у тебя планы есть? Ну, я дома буду недолго. В конце декабря обратно приеду. Я вылетаю 15-го, возвращаюсь где-то числа 27-го. Потому что, во-первых, там бегать негде. Мне надо, чтобы было условие, где побегать. Вот. Дома я хочу побольше времени уделить семье, хочу с ними побыть. Я очень соскучилась по племянникам, по сестре, по маме соскучилась, вот, и по друзьям. Хочу встретиться с ними, со всеми, поздравить их с новым наступающим годом, что 20-й год заканчивается. Оливьешку-то можно будет? Конечно. Сейчас можно все вообще. Я полностью расслаблена. А то бывает так, что когда вот стартуешь в октябре,
А в декабре ты как бы втягиваешься, и у тебя такие тренировки. И иногда бывает, у нас 1 января ударная тренировка, и тебе надо уже 10 часов быть в строю. Ну, как бы ты ложишься спать в 12. Вот. А в этом году я могу позволить себе до 3 утра. Ну что, уже позитивно. Уже Уже позитивно. позитивно. Да, Сардана, поздравляю тебя еще раз с твоей победой. Спасибо. Да, желаю тебе всего самого хорошего, чтобы было побольше в новом сезоне, наверное, больших соревнований и больших побед тебе. Спасибо Что большое. пришла. Спасибо.